кровавых не пришедшие поры. И землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые гробы. А и до сей поры стрелом тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Настанет день и журавлиной стаю я поплыву в такой же земле. Из-под небес птичьи окликая всех вас, кого оставим на земле. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые журавли. Тема эта, моя кровная, она меня волнует, волновала и волнует сейчас. Вы, может быть, почувствовали, потому что в песне тоже, когда артист поет, бывает, артисты разные. Вот. Кто поет, любит петь. Кто поет, чувствует эту песню. Вот. Поэтому песни военных лет, они созданы кровью. Вот скореньки пришли, по-моему, большие. Я думал, не буду. Да. Потому, если говорить, вот сейчас на Еврате, они всегда со мной, они мне помогают, они меня воодушевляют, спасают иногда. Я их вожу, они всю республику проехали, везде были. Вот. Капитан минометной роты 2 ордена имеет. Другой брат Коля, он погиб под Новороссийском, когда начиналась война. Страшно.
страшное дело было. Немцы под Сталинградом и на Черное море шли. И там тут пропал. Вот. Мама ждала, и дождалась. Вот. А Тина — это... Я-то оперный отец. Пел в операх 30 лет. Но тема Великой войны, она с одной из прав в свое время. И, кстати, я хочу музей музыки и фольклора выделить из всех музеев нашей республики и города Якутска. Вот они работают от души. Я почувствовал это. Да, еще вот я хочу сказать, я начал хвалить и хвалю музей по малочисленной народности. Я тоже отдал все мои материалы. Вот, они выпускают сборник песен на украинском, ленском, ленкийском языках в моем исполнении. И здорово так выпускают от души. Тут представители музея поднимите руку. Раз, два, три. Великие люди. Им большое почтение. И вот директор молодая. Вот. Наша Мария Ильинична, которая культурно, по-настоящему, не просто так формально относится к своей работе. Вот этот музей я выделяю всех музеев нашей, которых я знаю. Здорово работают и от души работают, не просто так формально. Потому я с радостью прихожу сюда, пришел. И сейчас уже ноги еле передвигают. Вот пришел. Вот спасибо вам большое. И можете задавать вопросы, если у вас есть вопросы ко мне. Добрый день! Сегодня мы собрались, чтобы открыть выставку «Александр Самсонов. Певец Великой Победы», посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. Александр Парфеньевич Самсонов – заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Саха-Якутия, лауреат премии Комсомола Якутии, обладатель медали Советского комитета защиты мира «Борцу за мир», почетный гражданин города Якутска, кавалер медалей «Патриот России», «Благотворительность в России», дипломант Всероссийского конкурса знания России, лектор года. Это все об Александре Парфеньевиче Самсонове, нашем любимом Победы. Хотелось бы начать со стихотворения, которое наиболее точно характеризует Александра Парфеньевича, который ему посвятили Государственный концертный оркестр Якутии города Алтан. Увенчан песенной короной, чей блеск не описать в стихах, маэстро, мэтр, кумир Самсонов, любимый всей землей Саха. И лет и верст вам грустный ведом, сей титул дан вам неспроста. Парфеньевич, певец Победы, творите, пойте лет до 100. Мы любим, ценим вас безмерно, об этом смеем доложить. Для нас являетесь примером, как петь, творить, бороться, жить. Эти слова посвящены Александру Парфеньевичу. Конечно, не каждому певцу слагают стихотворения. А у Александра Парфеньевича вы можете увидеть целый сборник стихов, который был посвящен любимому певцу. Он стоит у нас вот на нашей выставке. И после концерта вы можете как раз познакомиться со всеми экспонатами, которые действительно сделал Александр Парфеньевич своими руками и пропустил через свое большое сердце.
Первым я хотела бы дать слово директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Марии Ильиничне Корниловой. Как приятно увидеть многоуважаемых представителей старшего поколения, почитателей, поклонников творчества нашего Александра Парфеневича, а также молодое поколение, которое у нас сегодня присутствует в лице наших учащихся Хатасской средней школы, Мархинской средней школы номер 2 и самой юной участница нашего сегодняшнего мероприятия — это Александра Шкрепта, ученица 1 класса поселка Кангаласы. И да, мне кажется, вот вечер станет особенным для подрастающего поколения. Это связующая нить поколений. Это то, что мы хотим передать подрастающему молодому поколению. И то, что ничего не забывается, и очень хочется, чтобы все дети у себя в памяти все держали и дальше все это передавали. Вот этого мы очень хотим. И этот день станет для них, для наших маленьких юных участников, историческим событием, знаменательным днем встречи с мэтром, с заслуженным артистом Российской Федерации, с народным артистом нашей республики, с Александром Парфеневичем Самсоновым. Давайте поаплодируем. И как Александр Парфеневич говорил, в сентябре того года, прошлого года, Александр Парфеневич к нам пришел в наш музей с просьбой о том, чтобы мы переиздали сборник песен на стихи авторов малочисленных коренных народов. В сборнике включены целых 32 песни. И песни, тексты, они и на родных языках носителей, а также на русском языках. А также тексты сопровождены нотами. Но вот переиздание заключается в чем? Мы создаем поющий сборник. Это значит, с прошлого года мы уже на сегодняшний день в издательство передали. Там будут QR-коды, где текст и ноты будут сопровождены исполнениями Александра Парфеневича. Это значит, сборник будет звучать. А также мы включили также еще 2 видеозаписи. Это с открытия, нет, с презентации вот старого сборника 1994 года. Как это происходило. И там очень уникальные такие записи есть, где и сами северяне отзываются ну вот, насчет, какой замечательный сборник, для чего он, почему они дорожат тем, что Александр Парфеневич всю душу вложил. И вот помимо своей деятельности в театре, опере и балета, где он проработал целых 30 лет, помимо этого он свою жизнь еще посвятил именно патриотическим песням. Но помимо этого еще с 1988 года он еще начал свою работу посвящать именно коренным народам, потому что у него душа болит. Почему вот у этих наших дорогих коренных народов язык теряется, культура теряется, и как-то это надо пропагандировать, и как-то это надо сохранять. И понимая все это, он все это вложил вот в этот сборник. Здесь работали очень много людей, но это благодаря Александру Парфеневичу и композиторы, и авторы песен, малочисленные народы. Это все благодаря Александру Парфеневичу. Низкий поклон вам, Александр Парфеневич. Сейчас, и от имени нашего музея мы хотели бы вручить поздравительный адрес. Уважаемый Александр Парфеневич, коллеги, вас с днем рождения! У Александра Парфеневича вчера было день рождения. Поздравляем!
выдающаяся творческая и патриотическая деятельность служит примером не для одного поколения артистов. Ваш творческий путь – это яркий пример преданности своей профессии и любви к родине. Благодаря вашему удивительному таланту и обаянию театр обогатился яркими, интересными образами, и майские вальсы сделали вас поистине народным артистом. Уважаемый мэтр, примите наши самые искренние пожелания удачи и добра. Желаем вам сил и здоровья, исполнения желаний, чтобы сердце всегда было наполнено любовью, а душа светлым счастьем. Делали, таскали, смотрите, какая бумага. Не белая, а желтая. Я в 2013 году написал прошение товарищу министру тогдашнему Борисову Андрею Савичу, что улучшим этот год, потому что это единственный сборник в мире, ну вот они, таких сборников нет. Нуль. Никаких ответов, никаких это. А вот эти люди, этот музей, я пришел и говорю, кто-то сразу схватился. Сразу начали работать. Потому я благодарю директора музея. Я смотрю, молодая, по отношению ко мне это молодая девушка, да. Но, нет, я всегда так говорю, потому что по-настоящему человек, который взялся, увидел, что нужно этим, и она все силы приложила, вот, если в Санкт-Петербург одобрили это, и будет более очень интересно. Давайте я добавлю еще. Я что забыла сказать про сборник? Презентация сборника запланирована в июле месяце этого года в городе Санкт-Петербург, в Шереметьевском дворце. Исполнять песни будут студенты Института Севера при ГПУ имени Герцена. 2 студента будут исполнять. И еще сегодня я должна была озвучить то, что администрация села Хатагай, они спонсорскую помощь оказывают на издание вот этого сборника. Так что мы очень благодарны. Вот потому я считаю, музей это, да, уникальный. Они не просто так музей музыки и фольклора. Они работают от души работают. Я вот признаю это и буду всем говорить, что этот музей первое место занимает. Спасибо большое. Действительно, майские вальсы Александра Парфеньевича Самсонова столь полюбились жителям Республики Саха-Якутия, что дали ему прозвище. Раз, два. Нас 20 миллионов, от неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы женам снимемся молодыми, и мальчиками снимемся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов, и в окна свет покуда не погас. Мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня. Вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы клоня. И пусть не покидает вас забота знать волю не вернувшихся с войны, и перед награждением кого-то, и перед осуждением вины. Все то, что мы в окопах возвращали, скинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственной жизни положив. Как на медалях после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых,
не вернувшихся с войны. Где в облаках сияет шрам наскальный, в любом часу от солнца до луны бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вишины. И хоть списали нас военкоматы, но недругу придется взять в расчет, что в бой пойдут и мертвые солдаты, когда живых тревога призовет. И вы должны о многом беспокоить, приземлить шагу, не подавшись вспять, на нашу незапятнанную совесть достойное равнение держать. Живите долго, праведно живите, стремясь в мир собрату сопричесть, и никакой из наций не хвалите, храня в зените собственную честь. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Падучих звезд мерцает зов сигнальный, а ветки ив плакучих склонены. Бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. Сохранить мы память будем вечно и не забудем никогда всех, кто на фронте погибали, кто взрыла наша страна. Со мной шагал бы марш, сфотографироваться надо. За форточка. Стал певцом, мы получили поистине прекрасные роли в исполнении оперного певца Александра Самсонова и также наши любимые майские вальсы. А также Александр Парфеневич все же, наверное, продолжил свою педагогическую деятельность своего деда, своих родителей тем, что он вел очень большую патриотическую работу и общался со школьниками, разговаривал с ними о войне, рассказывал, каким же большим, трудным была наша дорога к победе. И сначала я хотела бы вам рассказать о династии Самсоновых, откуда она началась. Известно, что во второй половине XVIII века жили 6 братьев. Один из них был известный шаман Бокаччей Самсон. Его сын Никита Самсонов в 1824 году был сначала утвержден старостой хангаласского наследия, а затем, благодаря его усилиям, Кюкяй отделился от хангаласов и получил статус самостоятельного наследия. И Никита Афанасьевич был назначен первым его самостоятельным главой. Его сын Афанасий долгие годы был главой Кюкяйского наследия. У Афанасия Самсонова родился сын Никита Афанасьевич, дед Александра Парфеневича. Никита Афанасьевич в 1883 году успешно окончил Сударское народное училище и женился на Марфе, дочери Пашиного крестьянина из Нюрбы Николая Михайловича Галышева. Их портрет вывешен вот тут, можете их посмотреть. После смерти отца Никита Афанасьевич был избран старостой Кюкяйского наследия. В 1895 году меценат Никита Афанасьевич Самсонов передал свой собственный дом под Кутанинскую церковно-приходскую школу. 25 лет состоял ее попечителем, ежегодно делал денежные пожертвования и даже на свои средства покупал учебники. На строительство нового большого здания этой же школы внес большую часть требуемой суммы, а в 1919 году передал под Кюкайскую школу еще один свой дом. Дети Никиты Афанасьевича Николай, Парфений, Георгий, Никандр и Наталья тоже стали очень уважаемыми людьми. Георгий Никитич – это отличник народного просвещения, известный педагог-селекционер, который открыл Кюкяйскую школу. Сегодня, Александр Парфеневич, вы же были в Кюкяйском наследии, да? Да. Вот. Сегодня
С кукайского наслега пришли представители, чтобы поздравить нашего Александра Парфеньевича со знаменательным событием — открытием выставки. Пришли сегодня Степанова Антонина Васильевна, заслуженный работник социальной защиты Республики Саха-Якутия, и Савинова Мария Васильевна, обладатель знака гражданской доблести и общественный деятель. Добрый день, уважаемые гости и наш уважаемый Александр Парфеньевич. Это наш самый такой дорогой человек, народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации. Мы все из кукайского наслега, там родились, там выросли, наше детство тоже там прошло, работали все доярочками, трактористами, а потом после этого по заданию Компартии Советского Союза закончили вуз, потом уже сейчас мы на пенсии. Я около 40 лет работала в органах исполнительной власти. Сан Саныч Самсонов мой коллега. Мы там более 20 лет работали в системе службы занятости. Тут находится тоже наш коллега, директор Амгинского ЛУСа, тоже Сунтарская, которая тоже более 20 лет проработала в службе занятости. Мой муж Дмитрий Савич из Мегана-Кангаласского, но он кукайский. И наш самый дорогой человек, моя сестра, и хозяйка гражданской доблести, и водитель со стажем 51 год, сейчас тоже за рулем она, уже больше 70 лет, нам всем 70 лет, тоже сейчас мы отдыхаем, но некоторым, почти и отдыхаем, и работаем. Александр Парфеньевич, мы сердечно поздравляем от имени кукайского наслега. И вот такой большой букет цветов, душа кукайских людей. Сами они отправили, еще они отправили сюжет, по-моему. Внимание на экран. Сейчас будет поздравление от главы кукайского наслега. Уважаемый Александр Парфеньевич, от имени администрации Кукайского наслега Сунтарского ЛУСа района и Наследного совета депутатов и от всех жителей Кукайского наслега поздравляем вас с открытием выставки «Певец Великой Победы». Желаем вам много посетителей, много положительных отзывов и удачи! Свой
исторической династии Самсоновых, коренного жителя Кюкяя Никиты Афанасьевича Самсонова, старосты Кюкяйского наслега. Уважаемый Александр Парфеньевич, от имени коллектива Кюкяйской школы сердечно поздравляем вас с открытием выставки «Александр Самсонов. Певец Великой Победы». Ваша поддержка, сотрудничество вносит бесценный вклад в становление и развитие нашей школы, Улуса и республики. Желаем выставке заслуженного успеха, интереса и большого внимания широкой публике. Вам, Александр Парфеньевич, крепкого здоровья! Поздравляем! Bu kıyı hıllar kanallar выставка боларын быгытнан. Он Александр Парфеньевич bu töhlak ve hencam doyacağını töhlak da kıyı hılların 35 ulusları badın keriye hıcakıllar sınalan duran. Bihi bugün bədin türəbit tüyebeditten tügeyitten. Gayet bu Palemaya kuhneden aktarlar yaptı. Bu kıtanaklar yerler saklarsa sakalıyor hamur. Bu hayta gel o hakikatta de. Фотографироваться. Bilgis Marka Petrovna Белянина Бигин. Фанат канала Антурова. Который обожает Александра Парфеньевича. И вот в этом празднике на площади Победы она чуть не расплакалась из-за того, чтобы Александра Парфеньевича не было. Так что давайте, ваша фанатка Марка Петровна, коллега Сан Саныча тоже. Да, Сан Саныч, коллега такой. Да, я действительно фанатка, я большая поклонница ваших песен, ваших вальсов Победы. Да. Вот я связываю праздник Победы с вашими песнями. Да. И наше поколение 60-х, 70-х годов, они приходят праздновали Площадь Победы, чтобы услышать вас. И вы всегда, мы видели, что вы всегда придете для нас, для всех, для всей республики, для всех вузов, для всего нашего якутского народа. И вот два года не было. И в этом году вы тоже не выступили. А я когда собираюсь праздновать День Победы, я первым делом думаю только о вас. Только о вашем выступлении, о ваших танцах. Я очень люблю танцевать. Мне 76-й год, но в этом году я, конечно, совсем не была недовольна. Я тоже коллега вашего сына Александра Александровича. А Сан Саныч тоже коллега. Внучка на коллега. Фотографировать, да? Ага, это Я вас обожаю, я вас люблю, я вами горжусь. Да. Вчера все поем. И вот от меня в знак благодарности и признания маленький презентик от меня. Да. Вчера споем днем рождения. Это китайский. Серебом батен, картофу батен, сирек кök сирге, örümçekliğe, üne keçiri, durdun günçile, soğuk olun seri, soğuk olun ölüm, durulur В Кюкяйской школе начали свою педагогическую деятельность родители Александра Парфеньевича, Парфений Никитич и его жена Надежда Евмениевна Самсонова, заслуженные учителя РСФСР и СССР, кавалеры орденов Трудового Красного Знамени,
знамени Ленина, знака почета, видные педагоги-исследователи, экспериментаторы, авторы учебников, пособий и статей. Но именно в Хатасской школе их плодотворная деятельность стала широко известна не только по всей республике, но и по всей стране. Хатасская средняя школа в 1995 году, названная именем Парфения Никитича и Надежды Евгеньевны Самсоновых, в 50-х-90-х годах 20 века являлась базой экспериментальной и исследовательской работы Министерства просвещения Якутской ССР, внесла свой весомый вклад не только в создание первых стабильных учебников по русскому и родному языкам для начальной якутской школы и ликвидацию отставания учащихся якутской школы по русскому языку. Эталонными были признаны уроки, проводимые Надеждой Евгеньевной и Парфением Никитичем. Их уроки стали характерными для педагогического почерка многих учителей республики и доказали свою эффективность. Сегодня Александра Парфеньевича пришли поздравить представители хатастов. Уважаемый Александр Парфеньевич, уважаемые организаторы, уважаемые гости, сегодня в нашем городе, я бы сказала, и в нашей республике очень значимое событие, очень ценное событие. И это надо понимать, это надо чувствовать. И это событие, мы очень благодарны организаторам, оно имеет свое особое настроение. Да, ведь? Благодарим организаторам. Настроение волнения, признательности и душевности. Согласитесь, что сейчас век какого-то сумасшедшего бега, это очень важно. Важно остановиться, важно осознать, важно понять ценность жизни, важно понять, что рядом есть такие люди, глыба и эпоха. И это действительно так. И если кто, если не мы педагоги, если не мы с вами будем доносить это до наших детей, это наша миссия. Александр Парфеньевич правильно ведь он сказал, что каждая его песня, она через сердце, через боль. Его миссия посвящена родным братьям, всем тем, кто пал и пропал в страшных боях Великой Отечественной войны. И мы благодарны вам за это безмерно. Есть разные люди, есть разные певцы, действительно. Кто-то поет, ну, просто, наверное, поет, да, песни нравятся. А у Александра Парфеньевича все песни, они через душу. И действительно, ведь вы все правильно заметили, в этом году, да, День Победы, без исполнения песен Александра Парфеньевича мы чувствовали себя как-то даже, ну, не то что неуютно, не хватало нам действительно вашей душевности и этих песен. Потому что для многих и многих поколений День Победы, он связан именно с исполнением ваших песен на площади Победы. Правильно? Будет переиздан этот сборник, это очень важное событие, потому что этот сборник – поющий сборник. И ведь то, что он будет презентован в России, это ведь тоже имеет значение. Там будет фестиваль, если я не ошибаюсь, да? Фестиваль «Кочующий музей», да? Это наш культурно-образовательный турне музей, Вот, «Кочующий музей». Да. Значит, дорогие друзья, вся Россия будет там. Давайте похлопаем. Я хочу придать такое значение, да, понять такую важность и нести тоже свою музейную миссию, да. Я тоже согласна с вами, лучший музей. Да. И вот я ребятам тоже сегодня говорила, нашим девочкам, вообще-то мы хотели приехать в очень большой компании, да, делегацию. У нас, да, кадетский класс должен был быть. Нам сказали, вас слишком много, да. И как-то нас немножко
попридержали. Но ничего. Говорила о том, что музыка имеет не просто смысловое значение, оно имеет энергетическое значение. Поэтому очень важно слушать хорошую, правильную музыку. Музыку, которая воспитывает, возвышает и одухотворяет. И, уважаемый Александр Парфеневич, с огромной благодарностью от школы имени Парфения Никитича и Надежды Евгеньевны Самсоновых мы хотим вручить вам вот такой знак. Певцу Победы Александру Парфеневичу Самсонову с благодарностью за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения от коллектива Хатасской школы имени Самсоновых. Также хотим вручить вам, мы же агрошкола, Хатасская школа имени Самсонова сейчас звучит на российском уровне как агробизнес-школа. И у нас есть очень интересная своя продукция, она наша. Это плод труда наших детей и педагогов. Здесь уникальные фиалки. Пусть они радуют ваш глаз. Вы будете вспоминать нас каждый раз. Есть кучу-чай. И есть наша тушенка фирменная. Также есть сертификат на рассады, чтобы внучки ели огурцы и помидоры. Мы вас любим, Александр Парфеневич. Вы это знаете. Но у нее тоже есть украшения. Красиво, да? Хатасом, кстати, почетный гражданин Хатасом, да? Хатасом всем улыбка. Спасибо большое за поздравление. Пусть цветут и бахнут Хатас. Первые деревья же в нашем селе, у нас же долина в Ладе, посадили же Самсоновы. И сейчас в каждом дворе есть свой сад. Вот так и продолжается память. По поводу деревьев, да? Когда мы приехали, это в 40-м, 48-м, Хатас, то есть Хатас, да? Ничего не было. Мы начали садить 100 корней деревьев, кустарники, значит, березки, деревни, посадили 100. И вот после нас начали хатасские ребята. А сейчас там много деревьев, тоже вклад нашей семьи. И, конечно же, Марии Ильиничне от нашей школы, от администрации школы, от коллектива нашей школы, чтобы увидел свет этот сборник, тоже наш вклад. Спонсорскую помощь Хатасская школа для издания нашего сборника. Вот сейчас они вот делают нам. Спасибо. Спасибо. Также Хатасская школа тоже приготовили поздравления для Александра Парфеневича. Рия Бадаша, ученица 5 класса, монолог ребенка, стихотворение. Не балуйте меня. Вы меня этим портите. Я прекрасно понимаю,
понимаю, что не нужно давать мне все, что я запрашиваю. Я всего лишь испытываю вас. Не уделяйте моим дурным привычкам чрезмерную долю вашего внимания. Это только вдохновит меня на их продолжение. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. В будущем я отыграюсь на вас за это, став плаксой и нытиком. Не делайте для и из-за меня то, что я в состоянии сделать для себя сама. Я могу продолжить использовать вас в качестве прислуги. Не кричите и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду вынуждена защищаться, притворяясь глухой. Я имею право делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. Но если вы будете говорить, что я ни на что не годна, то в будущем я буду бояться вообще что-либо сделать, даже зная, что это правильно. Не пытайтесь защитить меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, учусь на собственном опыте. Не пытайтесь отделаться от меня, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на них отвечать, то я начну искать информацию где-то на стороне. Я чувствую, когда вам тяжело и трудно. Дайте мне возможность пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне, тогда и я буду доверять и вам. Большое спасибо, Даша. Сейчас выступит Долгова Аня, ученица 8 класса КСКО Хатарской средней школы имени Самсоновых. Песня «Ичат Сахаларка».
Все мы знаем, что Александр Парфеньевич оперный певец, певец с большим талантом. Он окончил Московскую консерваторию. И для меня стало большой неожиданностью прочитать, что, оказывается, вся семья Самсоновых, она музыкальная. Старшие братья Владимир и Николай тоже хорошо пели. И дальше даже сестра Клара была солисткой академического хора мединститута. Александр Парфеньевич, откуда вы унаследовали свой талант? Скажите нам, пожалуйста. Смешной вопрос. Природа. Между прочим, султанский, да, оттуда идет, от султан, да. Прадед моего деда Волочек был шаман. Он пел. Вот оттуда, мне кажется, у нас султан. Правда? Да, вот. Потому, значит, а вообще все люди, вот все сидящие, все поют. А ветераны, как вообще, возьмешь стол любой, праздничный, ну, может быть, под этим делом, из этого дела, все поют. Александр Парфеньевич, сегодня вас пришли поздравить ваши коллеги с театра оперы и балета имени Дмитрия Коновича Сивцева Сауруна Амагона. Слово даем Анне Васильевне Ячковской, заслуженной артистке Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Она весь мир объездила. Благодаря вам. Дорогой наш уважаемый Александр Парфеньевич, поздравляю от имени Городского театра оперы и балета, как и председатель, с открытием выставки такой познавательной, такой большой материал. Вообще, я раньше видела эти альбомы все у него дома, Александр Парфеньевич. Но я еще удивляюсь. Вообще, нам надо так собрать свои гастрольные все материалы, тоже так же сделать вообще. Это наверное, сердце. Это первое. Самый мой уважаемый, потому что у него самый большой репертуар. И оперный, и концертный. Да. Было дело когда. Это нам пример. Сейчас, надо работать как Александр Парфеньевич. Спасибо. Театру. В театре новый какой-то директор, который фигурирует недавно в газете. Сегодня четверг? В сегодняшней газете прямо сидит. Он больше всех получает. 300 тысяч. Ну ладно, это... Я еще рада, что сегодня выставка в музее музыки и фольклора. Это вообще мой родной второй дом. Мы с Элизой Петровной. Это точно. Да. Всегда тут занимались, отсюда мы тут репетировали, и вот по странам, по городам ездили. И вот нас связывает Аида Петровна. Да. Решетника. Желаю здоровья.
слов. Я когда училась в музыкальном училище, мы с духовым оркестром записывали с Александром Порфирьевичем какие-то песни, я помню. И даже был диск, и там были мои ноги на фотографии. Так что мы вас еще с учебы помним. Красивая девчонка. Спасибо. Спасибо большое, поздравляю. Неоценим вклад Александра Парфеньевича в патриотическое воспитание детей и молодежи. И сегодня слово хочет сказать представитель Совета ветеранов Республики Саха-Якутия и ресурсного центра социальной защиты «Победа» Няглова Вера Дмитриевна. Вот. Это мои люди. Я с ними работал и работаю сейчас по теме Великой Отечественной по воспитанию молодежи. Так что послушайте, пожалуйста. Я сегодня пришла поздравить Александра Парфеньевича от имени ветерана. Он хоть и говорит, что он ездит и по школам, по всем улусам, но он также по всем улусам выступал и для ветеранов. Поэтому ветераны его очень уважают, ценят, даже не знаю, какие слова применить. Короче, чуть ли не боготворят. Все ветераны, абсолютно всех улусов. Короче, я от имени всех ветеранов, всех улусов, всех районов, всех городов и сел Республики Саха-Якутия поздравляю Александра Парфеньевича с днем рождения и с открытием этой выставки. Спасибо. Вера Дмитриевна, Урайхал. Я ее очень люблю, уважаю, потому что она не только добрый человек, она мне помощница, печатала мне, помогала всегда, и всегда душевно старается помочь. Вот. И мы с ней почти каждый день общаемся по телефону, вот. И она мне рассказывает, что они делают сейчас. Спасибо. Я могу добавить то, что мы делаем сейчас. Мы занимаемся также и патриотической работой тоже. Недавно приехала наша очередная группа с вахты памяти 2022. Это 10 человек, которые мы отправили на поиски незахороненных солдат Великой Отечественной войны. Всего мы за 4 года отправили 90 студентов высших и средних учебных заведений нашей республики. Они подняли языки поисковиков 45 солдат. То есть мы нашли под землей 45 солдат Великой Отечественной войны и перезахоронили их с почестями на военных мемориалах. Сейчас нашего главного патриота нашей страны, нашей республики хотела бы поздравить очень маленькая участница Шкрепта Александра. Она хочет спеть песню «Моя Россия, моя страна». Ученица 1 класса Кангаласской школы. Я рисую белым мелом облака, я мечтаю, будет день наверняка, это счастье улыбнется снова мне и моей стране. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все времена. Сколько можно вечно спорить ни о чем, сколько можно воду черпать решетом, где тот ветер, что расправит крылья мне и моей стране.
девочка, хорошо поешь. Певицей надо стать. Далеко пойдешь. Ладно, спасибо. Вот. Откуда говоришь? Хангалас. Хангалас, я был там тоже когда. Спасибо, молодец. Учись хорошо. Вот, чтобы гордились тобой папа, мама, дедушка, бабушка. Вот. И выноси настоящим хорошим человеком России и Якутии. Человек войною ранен, и свою живую боль делит он со всеми нами ради памяти живой. Затихают разговоры, все в молчании встают, при суровых звуках хора войну священную поют. Этот голос, эти песни не дают войну забыть. Мы их пели с вами вместе. Пусть Господь вас сохранит. Эти слова посвятили Александру Парфеньевичу гимназисты поселка Усть-Нера. Александр Парфеньевич, пожалуйста, немножко расскажите о нашей выставке. Какие экспонаты тут выставлены? Давайте сперва предоставим. Пожалуйста, представитель Алтайского наследия. Из родного села. Да, я ничего не велосипед не создал. Он уже созданный. Это моя земля. Мы родились в Коптаяне. У нас в Самсонове есть. Сейчас учительница работает отличное образование Майя Гавриловна Самсонова в школе также у нас. У нас есть Самсонова овощеводы, герой Сострудай Гаврила Семенович Самсонова, Гаврила Семеновна Самсонова. У нас мы из плодородной земли, где растет, мы приехали издалека, с конца района, переехали туда, оттуда косты, картошка, капуста, огурцы, помидоры. Мы помидоры кидались прямо в детстве. Это на улице кидались помидорами. Столько было овощей. Если он рос на капусте, да, на нашей, если вот это, где якуты едят круглогодично соленую квашеную капусту днем и ночью, как говорится. Если он так кушал, значит желудочно-кишечный тракт его в хорошем состоянии. Сразу говорю, потому что капуста, это она помогает пищеварению, она клетчатка для пищеварения. Поэтому я считаю, что он здоров. Будет это, если он рос на наших овощах. У нас, ну вот поэтому на устах Самсонов наших деревни, поэтому никогда не забывали, знали, что у нас меня прямо сейчас с дороги вернули. Я еду и говорят, там у него такая система. Ну, короче, за эту книгу спонсируют 25 тысяч, вам отправят онлайн. Как там, что там. Да, наш счет поступит, это Екатерина Ивановна Гаврилова сама голова сказала, я просто передаю, а то, что он поющий, он такой, я, конечно, знаю его, ну, как бы, так же, как и все остальные, очень уважаю, горжусь, что мой земляк такой, я всегда говорю, ой, Самсонов, ждем на этот, на всех первые огурцы обязательно вам подарят, как видите. Дело в том, что наша семья, в общем-то, мама Дзержинская, папа Сунтарский. Вот. Половина ребят, вот, все они родились в Сунтарах. Вот. Сестры мы родились. Вот этот брат Гюрбе родился. А я младший, маленький. Вот. И, значит, папа, мама, учителя. Они ездили по школам, их отправляют. Вот. И они к 1937 году попали в Коптаян. Вот и я там нечаянно родился. Мама говорила, что она уже в возрасте была, хотела выбросить меня. Ну потом, ну ладно, рожу. Там школа,
одноэтажный, а рядом сарай есть. Вот. Но 3 года мы там наши, через 3 года переехали в Якутск. Вот. И я всю жизнь в Якутске здесь. 3 года был, да? И всю жизнь в Якутске. То есть я городской парень. Получается, городской парень. Здесь я учился и так далее. До сих пор. Вот. Но все равно Кюкай это родина предков, да? Родина предков, и мы туда приезжаем, и они встречают нас в объятиях. Собрались изо всех сил. Вот Кюкайцы мне подарки принесли, говорят, там утка, и там карась какой-то, все есть. Когда из Кюкая, потому что я точно раз. Вот. Потому спасибо, отбираем, что вспомнили. Вот. И в заключение сказали, что познакомить, да? Знаете, вот дедушка мой, и бабушка, вон они сидят, Никита Афанасьевич, он якут, вот, а бабушка, она грузинской крови, то есть у нас 3 крови, русская есть, грузинская есть и якутская в основном, да? Вот, потому у нас все поют. Привет, я рад видеть замминистра, первого замминистра культуры нашей республики. Присутствует здесь, рекомендую. Так, наверное, надо дать слово, да? Да. Вот музей, вот этот, великий музей, надо поддерживать. Раз, два, три, снимаем. Раз, два, три, снимаем. Раз, два, три, снимаем. Здорово они организовали встречу, я обалдел. Сейчас в состоянии балдежного нахожусь. Спасибо, Александр Парфенич. Я надеюсь, вы извините, я по служебной обязанности не смог, задержался на важном совещании. Да. У нас идет своя работа, помимо того у нас появились мероприятия. 2 года мы сидели без мероприятий, конечно, почему очень соскучились. И, конечно, я очень рад, что мы в этом году можем так вот в большом общественном месте встретить ваш день рождения, поздравить вас с днем рождения. Конечно, для нашей республики, для всего нашего общества, для музыкальной жизни вы, конечно же, для нас являетесь символом победы. Ваш день рождения, он практически тоже день в день совпадает. И, конечно же, мы, когда готовимся к таким большим значимым событиям, празднования Великой Победы, конечно же, мы всегда проводим крупные мероприятия и, конечно же, всегда вспоминаем вас и знаем о том, какой вы вклад внесли большой в пропаганду и популяризацию вообще воина-якутянина и того вклада, который внес наш народ в то, чтобы состоялась Великая Победа. Действительно, вы начали очень большую популяризаторскую работу, как пропагандист, вы выезжали в самые отдаленные районы, исколесили всю нашу республику. Воспитательную роль вел школьников, это очень важно, не говоря уже о ветеранах. Конечно, такая вот встреча лицом к лицу с представителем того поколения детей, для наших школьников, конечно, очень важно. Вы и на своей жизни, как никто другой, тоже испытали все тяготы и лишения, которые пережил наш народ. И, конечно же,
для нас вы являетесь символом этого праздника, символом этой всеохватывающей радости. Конечно же, мы очень рады, что в этом году у нас мероприятие прошли в таком большом масштабе, но, конечно, мы сожалеем, что вы сейчас не отложили свою деятельность, но мы очень рады, что мы можем встречаться с вами и сейчас уже в новом формате тоже пропагандировать и этот великий день, и ваш вклад среди населения. То, что открывается эта выставка, это очень знаменательно для нас, и это тоже знаменательно в том, что у нас нынешний год, как вы знаете, объявлен годом культурного наследия, и, несомненно, ваш труд – это тоже такой большой подвижнический труд по сохранению нашего музыкального наследия. Конечно, Александр Парфеньевич, желаем вам здоровья, счастья. Вы сейчас тоже продолжаете работу, вы занимаетесь и издательской деятельностью, у вас новый альбом, это тоже очень значимая, такая кропотливая, очень нужная нашему обществу работа. Мы надеемся, что вместе с вами сможем реализовать проекты. Конечно, обязательно наши учреждения, наши деятели культуры, молодые деятели культуры, наверное, подумают, каким образом можно еще у вас свои ряды единомышленников включить для того, чтобы реализовать смелые и интересные проекты. И, конечно же, нам очень дорога ваша поддержка, ваше доброе слово, ваше напутствие и ваши слова благодарности нашим коллегам, нашему музею музыки и фольклора. Я хочу сказать, это представитель Министерства нашей культуры, да? Обратить особое внимание на музей музыки и фольклора. Великий музей, хотя и маленький, но великий музей, да? Он выделяется от всех. Я почувствовал на себе, как они относятся к своей работе. Все работники, такие патриоты, такие, вот один Бион, большого роста человек, который поднимает комнату. Он здесь? Здесь, да? Вот рисунки какие делают, сами я делаю. Афишу делают, да? Художники настоящие энтузиасты здесь работали, да? Вот поддерживать надо и так далее. Я пожелаю. Хорошо, обязательно учтем, Александр Парфеньевич. Ну и здоровья вам, радости, новых эмоций, впечатлений. И, пожалуйста, как можно дольше оставайтесь с нами и дарите нам воспоминания о том, какой вклад внесли. Я рад видеть лично вас, потому что вы мне симпатичны. Другие не очень. Так, знаете, дедушка мой, вот, Никита Афанасьевич, он коренной. Кюкайский. Вот из Кюкая люди пришли, подарков мне кюкайских надарили, столько на меня правнучков положено. Вот. Братья мои, вот я маленький, стою, военную перед уходом на сон. Вот они мысли. А это наша семья полностью. Это моя жена, Галина Ивановна. Она 40 лет проработала в университете. 40 лет проработала в университете. Вот все. Я чувствую, не буду хвалить, но ее ученики до сих пор приходят вот, и 9 мая были, поздравляют, вообще удивительно. Тоже великий человек. Вот это наша семья вся. Это Самсоновский бессмертный полк стоит на площади Победы. Там сын мой, Александр Александрович, внучка моя, Мария Александровна, и вот эти вот
И внучка. Вот девочка сидит, она бабушка наша. Вот. Вот Галина Ивановна и я. А вот я в военной форме на Сахалине 2 года прослужил. Так. А что здесь, ну самое главное, конечно, раз мы пришли, вот здесь вот я лично руками покупал и руками делал концерт покоя великих генералов на Лубинский область. С 1 по 3 февраля 10-й год. Благодарности, вот люди тут, отзывы, султана, тут все есть, да? Вот. Бедный Куласов, глава Черкесского монастыря, тут есть кто-нибудь, как нет? Вот, мой друг, он погиб в катастрофе. Короче говоря, все это руками я сделал, да? Это не просто так. Это вот две темы Великой Отечественной войны, посчитаем ветеранами Великой Отечественной. Всем, с кем я встречался, всегда зафиксирован. Вот. Понимаете, да? Потому тема Великой Отечественной войны, она для меня святая. Святая. Всю жизнь я занимался. Как в театре стал работать, сразу стал петь военные песни. Вот, концерты давал. Они со мной как же наряду, конечно, с основной работой, с оперной работой. Вот, потому что я благодарен удивительным музеям и удивительные денег. Молодая, да? Молодая, но такая цепкая. Цепкая и умная. И, понимаете, удивительно положительный человек. Я влюбился в нее, потому что не простая она, понимаете, мне есть много людей, которые вот нуждаются, но сердце надо приводить в своей работе. Вот сейчас сборник малозначительных народностей делали. Вообще будет уникальный сборник, которого в мире нет. В этом фортепианном изложении, понимаете, да? Кстати, я к министру культуры товарищу Борисову заходил. Просил, чтобы он улучшил этот сборник. Бумага такая серая все. Молчок. А вот директор музея посмотрел и делает уникальной красоты и содержания сборника. Я так благодарен, так вообще, как их на подбор, да. Но как на подбор у нее работники. Что не возьмешь, кого не возьмешь, все уникальные. Я просто радуюсь, потому что неформальные люди, вот что делают. От души все делают по-человечески. А тут бывает, говорит там, вот есть товарищ Шарин такой, он министр стал. Точно. По-малосийски. Это наша миссия. Ну, слава. Вот такие душевные и честные люди даже бывают. Ну, к сожалению, так полностью не бывает, да? Потому я хочу в заключение сказать огромное спасибо за такой подарок для меня. Это душевный подарок. Непростой подарок. Знаете, да? Душевный подарок. Бывает формально все делать.
полно таких людей, это формально. А вот, чтобы от души это было, это вкуснее. На наш вкусник. Потому, значит, потому я хочу в заключение, много говорить не буду, да, в заключение сказать большое спасибо. И, конечно, после случая, кто в Министерство культуры района пришел, вот, чтобы обратили внимание на музей, уникальный музей. И сказать спасибо, передайте Ализе Петровне Решетниковой, да, что от нее это все пошло. Это Она все... вам передает привет, кстати. Вот, от нее все пошло, она под кадром делала, да, потому что не просто так многие делают, очень многие. Говорить нечего, понимаете? Я люблю, когда там души делает человек. Делать так делать. Вот. Потому в заключение я вам всем делаю поклон от себя лично. Ну и от моей семьи, от моего сына, от моей дочки, Марии Александровны, от моих правнучек, вот девочка сидит, вот, она хорошо учится в первом классе. Вот вторая правнучка, она певица и художник, да? И когда сказала, куда дедушка идешь? Музей. Куда музей не хочу? И сказала, ты поешь? Она пошла. Музей не хочу. А она, интересная была девочка, до всего копается, запоминает, да, и много. Она же так что всем большое спасибо. Еще есть поздравления. Да? Ждут, конечно, сидят. Музыкальные поздравления? Конечно. А завершает наш сегодняшний вечер государственный вокальный ансамбль «Туймада». Автор слов Михаил Изаковский, автор музыки Михаил Изаковский. Уважаемый Александр Парфеньевич, от имени вокального ансамбля «Туймада» от души поздравляем с днем рождения и с праздником Великой Победы. Хорошо, спасибо большое. Вперед!